Двигаемся далее. Начнем с экономических событий. Стоимость нефти Brent упала ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 года. Вслед за ней курс рубля упал до 4-летних минимумов. При движении нефтяных цен к отметке $25 курс рубля, по его оценкам, может ослабнуть к уровню 80-82 рубля за доллар. Участники рынка видят в таком падении рубля результат молчания Центробанка. Говоря о конкретных цифрах на сегодня, и так, согласно информации все того же Центробанка, доллар остановился на отметке 77 рублей 21 копейку, а евро стоит 84 рубля 88 копеек. По выгодной купле-продаже доллара в Якутске лидирует сегодня Банк Восточный. Покупает американскую валюту за 79 рублей 43 копейки, а продает за 81 рубль и 80 копеек. Такая же ситуация и с евро. Лидирует все тот же Восточный банк. Покупает европейскую валюту за 86 рублей 85 копеек, а продает уже за 89 рублей и 25 копеек. Напомню, что в Якутии за сутки с подозрением на коронавирус в больницы попали 5 человек. Об этом буквально час назад заявил глава региона СН Николаев в ходе своего брифинга. На прямой связи со студией сейчас находится наш корреспондент Сырглана Федорова. Сырглана, здравствуй. Тебе слово. Расскажи подробнее о ситуации на сегодня. Василий, приветствую. По состоянию на 12 часов подтвержденных случаев заболевания смертельной инфекцией в республике нет, но с подозрением в обсерваторе находятся уже 6 человек, включая гендиректора ЯТЭК. Анализы еще 5 человек дали положительный результат. Все они контактировали с первым подозреваемым гендиректором ЯТЭК. Это 4 топ-менеджера ЯТЭК, которые приехали из Москвы, и 1 местный работник. Все они изолированы. Что касается результатов директора ЯТЭК, то они пока еще неизвестны. Также глава сказал, что в ближайшее время в обсерваторе разместят еще порядка 100 с лишним сотрудников этой компании. Он заверил, что оперативный штаб, государственные, федеральные, муниципальные и региональные органы все работают в слаженном режиме, и ситуацию нельзя недооценивать, и стараться по возможности не посещать места массового скопления людей, особое внимание уделять пожилым, так как они более подвержены вирусу. Также глава обратился к пассажирам 2 рейсов, которые прилетели в Якутск 11 марта. Давайте послушаем. Хочу также обратиться, вот сейчас, пользуясь тем, что у нас прямой эфир, к пассажирам, всем пассажирам рейсов первый Аэрофлот, который вылетел из Москвы 10 и прилетел в Якутск 11 числа, это рейс Аэрофлота, и рейс авиакомпании S7, который вылетел из Домодедово вечером 12 и прилетел сюда утром 13. Всем обратиться на горячую линию управления Роспотребнадзора или горячую линию Минздрава Республики для того, чтобы мы получили ваши контактные адреса и место нынешнего местонахождения и вас проконсультировали по возможности самоизоляции. Потому что ряд лиц, которые сегодня у нас подозреваются в наличии у них коронавирусной инфекции, они прилетели этими рейсами, и не только бизнес-класса. Потому что вчера у нас был 1 подозреваемый, сегодня, еще раз говорю, их уже у нас 6. Добавлю, что полную, достоверную, официальную информацию об эпидемиологической ситуации в республике можно узнать из телеграм-канала оперативного штаба республики. У меня все. Василий. Да, Сырглана, спасибо за информацию. Число случаев заражения коронавирусом в России накануне выросло до 147 случаев. Было зарегистрировано 33 новых случая пандемии, из них 31 в Москве, 1 в Томской и 1 в Новосибирской областях. Все они, по словам сотрудников оперативного штаба, являются завозными. И более подробная ситуация. Роспотребнадзор с января 2020 года досмотрел на границе более 4,5 миллионов человек и выявил из них более 400 с признаками инфекционных заболеваний. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ведь так небольшая выдержка. С января 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора на границе досмотрено более 4,5 миллионов человек, прибывших воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний. В каждом
случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий. Итак, в ведомстве добавили, что проводимый комплекс противоэпидемических мероприятий не позволил допустить осложнения эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка, вызываемого новым коронавирусом, заболевание распространилось более чем в 130 странах на сегодняшний день и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним же данным, в мире заразилось свыше 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерли. По данным оперативного штаба России, еще раз напомню, зарегистрировано 114 случаев инфицирования. Ну а о том, как ситуация с COVID-19 обстоит в Мирном, расскажет наша коллега Анна Винокурова. Перешел на особый режим питания и ежедневно потел на тренажерах. Еще на прошлой неделе мирнинский бодибилдер Максим Берлизов готовился к важному чемпионату. Собирался улететь в Якутск. На днях выяснилось, планы пошли коту под хвост. Из-за угрозы коронавируса дальневосточные соревнования отменили. Впрочем, как и большинство состязаний в регионе. Алексей Солдаткин, тренер по лыжным гонкам, также на следующей неделе надеялся вместе с воспитанниками принять участие в спартакиаде зимних видов спорта. Состязания в Алдане и Нерюнгри проводятся всего лишь раз в 4 года. Теперь их перенесли на неопределенный срок. Подготовку мы начали с октября месяца. Было вложено очень много сил и средств также было потрачено на инвентарь. Ну и сейчас у детей, у взрослых, всех спортсменов, которые готовились в течение всего года, конечно, настроение вообще никакое. Очень все расстроились. Расстроились в понедельник многие любители спорта и культуры, когда глава республики сделал на своей интернет-странице важное заявление. В Якутии отменяются мероприятия с аудиторией более 200 человек. Впрочем, уже на следующий день ввели режим повышенной готовности. До 10 апреля лимит участников массовых мероприятий сократили в 4 раза. Руководству Алроса пришлось идти на крайние меры – отменить корпоративный форум «Казахтех-2020» и смотр-конкурс «Духовные грани». Американский фильм ужасов «Новые мутанты», ожидаемый многими ремейк «Мулан» и детский мюзикл «Тролли». Афиши мировых и российских кинопремьер пока висят у Дворца культуры «Алмаз», но, возможно, уже в четверг они станут неактуальны. Все по той же причине угрозы коронавируса. В Мирном, возможно, приостановят свою работу кинотеатры. А вот чего жители Мирного не увидят точно, так это спектакли в исполнении труппы Саха академического театра. В столице республики на представлениях всегда аншлаг, поэтому актеры запланировали крупный тур по Западной Якутии. Театрали расхватали билеты, оказалось зря. Гастроли пришлось отменить. Все подготовились, все с нашей стороны все было нормально, все репетиции, все это... подготовились где-то в месяц. И все запретили. Артисты расстроились, конечно, все хотели. И наши артисты привыкли. Осенью мы планируем. Это Ленск, Мирный, и Сунтар, Верхнеуфалейск, Нюрба. Сюрприз в связи с режимом повышенной готовности получили и школьники. Учреждения 18 марта отправили на досрочные весенние каникулы. Пока они продлятся до 27 марта. В дальнейшем детей планируют перевести на дистанционное обучение. К слову, студенты средних и высших учебных заведений республики уже учатся из дома. Инфекционная обстановка на территории района находится на контроле у главного санитарного врача района, у главных врачей Мирнинской центральной районной больницы, Айхальской городской больницы, в состав которой сейчас входит и Удачинская городская больница. Все необходимые мероприятия, связанные с введением режима повышенной готовности, в больницах у нас подготовлены. Районные власти уверяют, в случае чего продуктов первой необходимости хватит всем. В отличие от медицинских масок, в аптеках их просто нет. Медики настоятельно рекомендуют при появлении любых симптомов коронавируса, будь то повышенная температура или головная боль, стоит обратиться к специалисту. Или как минимум позвонить на телефон горячей линии Минздрава Якутии по номеру 8 800 114 03. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России.
Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на топливо за год на 10%. Глава государства обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в 2 раза. В связи с этим в ФАС рассказали, что розничные цены на бензин и зимний дизель с начала года выросли почти на 0,2%, при этом инфляция составила 0,9%. Комментируя рост цен на АИ-92 на 10% за год, антимонопольная служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных. Торги на нью-йоркском фондовом рынке временно будут проводиться только в электронном режиме. Закрыты будут залы биржи в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Тем не менее, отмечено, что работа будет продолжена без перебоев. Торговые залы Нью-Йоркской фондовой биржи имеют особое значение для эмитентов и инвесторов. По информации же федеральных и местных властей, число случаев заражения в Соединенных Штатах Америки превысило 7700. Умерли не по меньшей мере 118 человек. Как стало известно, акции якутской топливно-энергетической компании, сокращенно ЕТЭК, упали в цене. Падение составило 5,6 пункта или 13,69%. А «Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири» на профилактические работы до 1 апреля. Подробности узнаем у моей коллеги Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, расскажи, пожалуйста, с чем связаны такие меры? Василий, я тебя приветствую. Это плановая профилактика оборудования и систем газопровода. Даты были согласованы между «Газпромом» и китайской CNPC. Профилактика будет осуществляться 2 раза в год – весной и осенью. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Стоимость заимствований российских регионов путем размещения облигаций может увеличиться из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's. Ставки по облигациям регионов по оценкам агентства могут возрасти до 7-9%, тогда как в прошлом месяце они составляли 5-7%. Расходы регионов на выплату годовых процентов увеличатся примерно на 4 миллиарда рублей по долгам, которые они рефинансируют в этом году. Переоценка всего рыночного долга российских регионов составит около 20 миллиардов рублей. Более высокие затраты по займам окажут наибольший негативный эффект на регионы с высоким рыночным долгом, среди которых агентство указывает Нижний Новгород, Омск и Московскую область. Временные правила оформления больничных и выплаты пособий по нетрудоспособности в случае карантина из-за COVID-19 утвердили в России. Новые правила будут действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года. Они распространяются на застрахованных граждан, прибывших в Россию из стран с коронавирусом, а также проживающих с ними. Пособия назначаются и выплачиваются на основании электронного больничного листа. Также к заявлению о выдаче больничного нужно приложить загранпаспорт с отметкой о пересечении российской границы, либо билет, подтверждающий поездку в стране, где зарегистрированы случаи коронавируса. За оборотом драгоценных металлов в России начнет следить специальная система. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Госдумы Российской Федерации. Система позволит следить за учетом драгоценных металлов и камней в целях осуществления контроля, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения. Помимо этого будет формироваться аналитическая информация о состоянии отрасли. Создание системы позволит лишить недобросовестных участников рынка возможности использования нелегальных схем при осуществлении операций. Также сократится количество выездных проверок и повысится эффективность осуществления надзора на отраслевом рынке. Недропользователи Якутии по итогам геологических работ прошлого года на углеводородное сырье и твердые полезные ископаемые открыли 5 новых месторождений рассыпного золота. Наибольшие запасы драгметалла содержит месторождение на ручье Туоратас в Ваймеконском районе. Они составляют свыше 1 тонны. По данным Росгеофонда, лицензия на данный участок принадлежит компании «Восток». Также в Ваймеконском районе компания «Дахсун» оценила запасы флангов месторождения на ручье Кельнер-Сала более чем в 370 килограммов. Еще 3 новых месторождения рассыпного золота с запасами до 80 килограмм были расположены в Ваймеконском, Нерюнгринском и в Усть-Майском районах. Также недропользователи в 2019 году прирастили запасы драгоценных металлов и других полезных ископаемых. Прирост запасов и ресурсов рудного золота на месторождении Ясная Поляна составил более 2 тонн. На Самолазовском порядка 2 тонн.
порядка 2 тонн 300 килограмм, на Дражном 8,5 тонн. Прирост запасов серебра на Самолазовском и Дражном превысил свыше 1 тонны и 8 тонн соответственно. Всего по итогам прошлого года недропользователи Якутии добыли 36,5 тонн золота, 120 тонн серебра, 19 миллионов тонн угля и 38,5 миллионов карат алмазов. Свыше 8 тысяч человек были трудоустроены в прошлом году в Якутии в рамках программы «Местные кадры в промышленность». Из них почти 2500 вахтовым методом и на сезонные работы. Отметим, что проект реализуется в регионе с 2017 года. За это время, по данным Саха-Якутия-Стата, наблюдается рост численности работников в сфере добычи полезных ископаемых. Так, если в 2016 году среднемесячная численность работников отрасли составляла 37 918 человек, то в 2019 году показатель вырос в 1,2 раза, до 45,5 тысяч. Кроме того, в прошлом году добывающие компании «Алмазы Анабара», «Арктик Капитал», Южно-Верхоянская горнодобывающая компания, «Золото Селигдара» и Тарынская золоторудная компания организовали за свой счет стажировку на предприятиях для 77 человек. За счет средств госбюджета прошли стажировку 39 молодых специалистов по таким профессиям, как горнорабочий, геолог, взрывник, аппаратчик, лаборант химического анализа, машинист экскаватора, инженер КПА. До конца 2024 года планируется трудоустроить 27 487 человек на 27 промышленных предприятиях. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, тебе слово. Да, Нюргена, спасибо за информацию. А я напомню нашим телезрителям, что обзор экономических событий для нас провела моя коллега Нюргена Иванова. В Якутии началась подготовка к весенне-полевым работам. Аграриям этой весной предстоит посадить зерновых и овощных культур более чем на 48 тысяч гектаров. Это более 10 тысяч гектаров овса, пшеницы и ячменя, а также некоторая часть приходится на картофель и овощи. В феврале прошли договорные работы с операторами о поставке семян и удобрений почти на 2 тонны. Наряду с этим на базе Туймада Агроснаб идет сортировка местных семян картофеля. Переработка выполняется 2 способами: вручную и на специальной сортировочной машине. По словам работников, за день сортируют 200 мешков. Всего же на складе хранится 90 тонн картофеля. Из них 40 тонн должны доставить в Анабарский и Момский районы до закрытия автозимника. Оставшаяся же часть предназначена для продажи населению. Заготовка мы осуществляем из ближайших районов. Мы обеспечиваем 12 арктических и северных улусов. В прошлом году в навигационный период 350 тонн увезли своими кораблями, авиационным транспортом 113 тонн. И вот сейчас автозимник мы отгрузили порядка 200 тонн. На сегодняшний день у нас осталось отгрузки по автозимнику порядка 40 тонн. Ответственные ведомства начали подготовку к паводковому сезону. Подробнее о грядущих вызовах природы готов рассказать наш корреспондент Юрий Осипов. Он на прямой связи. Юрий, здравствуй. Расскажи, какие меры предпринимаются на сегодня? Здравствуй, Василий. На данный момент идет подготовка всей техники. Как нам сообщили, спасательная техника находится в готовности круглый год. Но перед каждым периодом паводка проводится ее техническое обслуживание. Заменяются все расходники, масла и фильтры. В активе спасательной службы имеется 18 маломерных судов, в том числе это 11 лодок с ПВХ и 7 корпусных лодок. Также 16 единиц автомобильной техники. Это машины, предназначенные для перевозки грузов, личного состава, а также эвакуации населения. Что касается личного состава, то 80 спасателей сейчас уже готовы к работе по обеспечению безопасности прохождения паводкового периода. Они учились выживать в различных условиях, а также прошли десантную подготовку. Подробнее об этом давайте послушаем исполняющего обязанности начальника службы спасения Якутии Василия Тарского. Проведены электронные аукционы и подписаны контракты по авиационному обеспечению прохождения весеннего половодья. Так? Это на всей территории нашей республики, где будут работать оперативные группы, а их будет 7 оперативных групп.
вот, по направлениям Ленс, Алдан, Амма, Чурапча, Среднеколымск, так, и город Якутск. Также нами организованы вот аукционы по превентивным взрывным работам. Вот, и сейчас вот определен поставщик данных услуг. Вот, и данное предприятие сейчас готовит взрывчатые материалы в том объему, который мы заказали, это 20 тонн. Вот, и на сегодняшний день все вот эти контракты подписаны с контрагентами. Взрывчатый материал находится сейчас в городе Алдан. Вот, и все вот эти работы по проведению взрывных работ, ну, в случае затора льда, они все подготовлены. В завершение хотелось бы отметить, что спасатели также параллельно готовятся и к пожароопасному сезону. Как нам сообщили, зачастую между периодом паводка и пожароопасным сезоном время очень ограничено. Но тут стоит отметить, что спасатели вступают при угрозе населенным пунктам. Угрозой считается, если очаг возгорания находится в 5 километрах от населенного пункта. К этому часу у меня вся информация. Василий, передаю тебе слово. Да, Юрий, спасибо за информацию. Ну а мы двигаемся далее и переходим к обзору чрезвычайных происшествий. Я передаю слово своему коллеге Александру Хавренко. В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух граждан 37 и 42 лет в совершении преступления похищения человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В начале августа 2019 года обвиняемые, проезжая на автомобиле, увидели мужчину, который оказался знакомым одного из них. В этот момент у него на почве старых обид и личных неприязненных отношений возник умысел похитить его. Обвиняемые остановили автомобиль рядом с потерпевшим и против его воли затолкали его в салон. Мужчину привезли потерпевшего по Вилюйскому тракту. По пути следования обвиняемые несколько раз ударили потерпевшего. Доехав до 14 километра Вилюйского тракта, свернули на поляну недалеко от дороги, где вдвоем стали наносить мужчины удары, в том числе деревянной палкой. Впоследствии судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчине причинена средней тяжести вред здоровью. Продолжая свои преступные действия, обвиняемые посадили избитого мужчину на заднее сиденье автомобиля и выехали обратно на проезжую часть, где были остановлены сотрудниками ГИБДД, которые освободили потерпевшего. Оба обвиняемых имеют судимости. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Мегино-Кангалавского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на убийство. По версии следствия, утром 1 января 2020 года обвиняемый, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своему сыну с умыслом на убийство не менее 4 ударов ножом в грудь и 1 удар в область правого плеча. Потерпевший не погиб в результате того, что дочь обвиняемого отобрала у него нож, а мать, имея медицинское образование, оказала ему своевременную квалифицированную помощь. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. В дежурную часть второго отдела столичной полиции обратился охранник одного из торговых центров с заявлением о краже своей сумки. Потерпевший пояснил, что ушел на утренний обход здания, а вернувшись, обнаружил, что его сумка с личными вещами похищена. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 58-летний мужчина. Подозреваемый, прогуливаясь по торговому центру, заметил сумку на столе, которая находилась в свободном доступе. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он тайно похитил имущество и покинул торговое помещение. Подозреваемый признался в содеянном. Со слов мужчины, найденные в сумке деньги он потратил на личные нужды, а саму сумку выкинул. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали 3 жителей республики, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У злоумышленников изъяты наркотические и психотропные вещества в крупном размере. В ходе личного досмотра, проверки автомобиля и квартиры полицейские обнаружили и изъяли 12 упаковок так называемых аптечных наркотиков, 16 свертков с веществом темного цвета и 52 грамма синтетики, а также пакет с грибовидными плодами. В результате проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что данный вид грибов содержит в своем составе галлюциногенное вещество псилоцибин. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля на Вилюйском тракте города Якутска были задержаны 2 мужчин.
При досмотре внедорожника обнаружено и изъят пакет с марихуаной весом около 30 граммов. Установлено, ранее неоднократно судимые, в том числе и за незаконный оборот наркотиков, уроженцы Хангаласского и Момского района, действуя умышленно, планировали распространять запрещенные вещества на территории республики. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Прокуратура Якутска провела проверку по обращению о нарушении трудовых прав несовершеннолетнего. Подросток 2003 года рождения в августе 2019 года был устроен разнорабочим на строительный объект в 202 микрорайоне. По указанию одного из разнорабочих несовершеннолетний поставил свою подпись в журнале регистрации водного инструктажа, регистрации инструктажа на рабочем месте, выдачи на ряд заданий. Ему выдали каску как средство индивидуальной защиты. 19 августа несовершеннолетний, производивший работы по покраске, упал с высоты и был доставлен в больницу с множественными травмами. В результате проверки прокуратура в целях, в том числе обеспечения получения ребенком компенсационных выплат, обратилась в суд в его интересах о признании отношений трудовыми. Ответчик в суде не признал трудовые отношения с несовершеннолетним и настаивал на том, что для выполнения работ привлекались работники иной подрядной организации. Вместе с тем прокурор, участвовавший в рассмотрении иска, предоставил суду достаточно доказательств, и суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил его требования. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны. Ну а сейчас переходим к событиям, которые произошли за пределами страны. Мировые новости. Далее в эфире. БТР и прочая военная техника перекрыли выезд в Алматы в среду в связи с закрытием города на карантин. Полицейские, сотрудники Национальной гвардии, военнослужащие и подразделения Министерства обороны Казахстана несут службу на въезд в город. С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, Государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. С 16 марта указом президента в Казахстане введено чрезвычайное положение из-за коронавируса. На сегодняшний момент в стране зарегистрированы 35 случаев заболевания, 17 из которых выявлены в Алматы. Печальные новости для фанатов поп-музыки. В среду стало известно об отмене Евровидения и фестиваля Гластонбери. Рассказывает Никита Конев. Индустрия развлечений очень серьезно пострадала от коронавируса, пусть и не столь ошеломительно, как авиаотрасль или турбизнес. Новости об отменах концертов, выставок и закрытии музеев и кинотеатров приходят ежедневно. И вот в среду отменили Евровидение. Одно из, если не главных, то уж точно самых популярных музыкальных событий года должно было пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. От России на конкурс ехала группа Little Big с песней «Уна». Их считали одними из фаворитов. Организаторы пока не говорят, вернут ли деньги за билеты и где и когда пройдет следующий конкурс. А несколькими часами ранее стало известно, что отменен и Гластонберри 2020, крупнейший в мире музыкальный фестиваль. В этом году он отмечает 50-летний юбилей. А в списке хедлайнеров отметились Кендрик Ламар, Пол Маккартни и Тейлор Свифт. Было продано 135 тысяч билетов. Организаторы пообещали, что купившие их фанаты смогут попасть на фестиваль в следующем году или получат свои деньги обратно. Настоящее раздолье. В океанариуме в Чикаго, закрытом на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, пингвинам позволили обследовать территорию самостоятельно. С подробностями Анастасия Дмитриева. Этим пингвинам повезло. Они стали VIP-посетителями. Персонально для них Чикагский океанариум Шеда в воскресенье устроил экскурсию. Пока музей морской природы закрыт для публики на карантин из-за коронавируса, персонал по уходу за животными и ветеринары находятся на месте круглые сутки. Без гостей смотрители творчески подходят к тому, как сделать жизнь питомцев разнообразнее. Самец по кличке Веллингтон больше всего заинтересовался рыбой из Амазонки, а Эдвард и Энни облюбовали круглый зал. Океанариум Шеда – один из самых старых в мире. В мае ему исполнится 90 лет.
SpaceX в среду запустили ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Таким образом, компания Илона Маска разместила в космосе уже 360 аппаратов для проекта высокоскоростного интернета. 10, 9, 8. SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Старт осуществлен в среду с площадки космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:17 по московскому времени. Компания Илона Маска использовала головной обтекатель, уже побывавший на орбите в мае 2019-го, и первую ступень, которая ранее 4-жды летала в космос. Правда, на этот раз посадка на платформу в океане оказалась неудачной. Ракетный модуль упал в воду. Причины предстоит выяснить. В Твиттере Маск пояснил, что в одном из 9 двигателей возникли проблемы. И хотя главная цель миссии достигнута, необходимо тщательное расследование, написал гендиректор SpaceX. В космос отправилась 6-я партия сателлитов для проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения Starlink. Всего на околоземную орбиту выведено уже 360 спутников. В этом году SpaceX планирует предоставлять услуги связи в США и Канаде. Полноценно развернуть сеть по всему миру компания намерена в ближайшие 5 лет. Северокорейское официальное информационное агентство опубликовало интересную видеозапись. Как утверждается, эта запись сделана с обувной фабрики в Пхеньяне, которая выпустила новую коллекцию кроссовок. Рассказывает Артем Сторонов. Фабрика в Пхеньяне представила новую коллекцию спортивной обуви на весенний сезон. Эту видеозапись, подлинность которой агентство Рейтер не может независимо подтвердить, в среду опубликовало официальное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК. На кадрах сотрудники предприятия работают над дизайном кроссовок и занимаются их сборкой в цеху. Наша фабрика выпустила различные мужские и женские кроссовки на весну. В частности, мы создали дизайн с яркими цветами и необычной формой, которая особенно популярна у женщин. Также на видео, как утверждается, запечатлен обувной магазин в Пхеньяне, где покупатели присматривают и примеряют новые кроссовки. Переходим к обзору спортивных событий. Президент континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа Йокерита и Барреса от дальнейшего участия в борьбе за трофеи. Они будут разбиты на 2 группы по 3 команды. В каждой группе будет сыгран 1 круг. Затем пройдут 2 полуфинала и финал. Такой формат плей-офф можно будет провести в течение 33 дней. Также президент КХЛ не исключил возможность возвращения этих команд, если ситуация с эпидемией коронавируса будет налажена. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк объявила об отмене турнира UFC 249, в главном событии которого должны были выступить чемпион легкого веса Хабиб Нурмагомедов и претендент номер 1 Томми Фергюсон. Это было сделано из-за пандемии коронавируса, сообщается в MMA Fighting. Бой должен был состояться 18 апреля в Бруклине, это Нью-Йорк, США. Источник отметил, что атлетическая компания штата уже передала информацию о запрете в UFC. Отметим, что до этого стало известно о запрете на проведение шоу властями Нью-Йорка, наложившими ограничения на массовые мероприятия. Напомню, что бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова срывался 4 раза из-за травм спортсменов. Павел Мамаев сообщил о своей подготовке к переезду из России. Заявление появилось на странице его жены Аланы в Инстаграм. Мамаев отметил, что на прекращение чемпионата его реакция была достаточно спокойной ввиду того, что здоровье представляется самым важным. Он выразил надежду на полное восстановление от новой травмы. Спортсмен отметил, что готовит глобальный переезд в иное государство. Давая ответы на странице супруги в видео для раздела «Истории», Мамаев не стал уточнять, когда конкретно стоит ожидать этого события. Жительница китайского города Ханчжоу продолжает заниматься спортом, несмотря на введение властями поднебесные ограничения на уличные собрания из-за вспышки коронавирусной инфекции. На кадрах видео, снятого во вторник, 17 марта, любительница марафонов бегает, а также делает различные физические упражнения в собственной гостиной. В своем аккаунте в социальной сети женщина регулярно проводит трансляции и общается со своими подписчиками.
И к региональной повестке якутянин Данил Чернов, на днях завоевавший золото на соревнованиях по бодибилдингу в Красноярске, вернулся в родной Нерюнгри. Наши корреспонденты поспешили расспросить его об успехах в спорте и сюжет Екатерины Павловой. За красивым телосложением титанический труд, регулярные тренировки, железная воля. В списке его достижений награды серьезных соревнований Pacific Strong в Хабаровске, Гран-при Саха в Якутске. 2020 год также начался удачно. Коллекция наград пополнилась золотом Siberian Power Show. Спортсмены были знаменитости бодибилдинга, фитнеса и так далее. Вот занял в категории в своей до 179 рост, занял первое место. До абсолютки, конечно, 1 балла всего не хватило. Конечно, немножко расстроился. Ну ничего, идем как бы дальше. Наставника у Даниила нет. Всем тонкостям бодибилдинга целеустремленный спортсмен учится самостоятельно через интернет-ресурсы, методом проб и ошибок. Сегодня Даниил знает, как организовать свой распорядок дня с четким графиком приема пищи и режимом тренировок. При том, что парень серьезно увлечен спортом, ему удается сочетать все это с работой. Даниил – электрогазосварщик 5-го разряда. А также он отличный отец и пример для своих детей – 10-летнего Давида и 5-летней Карины, которые сегодня уже полюбили спорт. Главная поддержка спортсмена – его жена Ольга. Спортом этим я не занимаюсь, не стремлюсь я к идеальной фигуре. У меня приоритет семья. Он, естественно, для меня будет всегда самым лучший. И смотря на мужчин на сцене, я их не замечаю, для меня их нет. Познакомились Даниил и Ольга в далеком 2004 году в школе. И с тех пор всегда вместе. Постоянно со мной на всех соревнованиях. Это талисман мой. Я без нее вообще не знаю, как она... Ее, наверное, с работы не отпустят, если поеду на Россию. Не знаю, как без нее там буду. Но она готовит, получается, мне. Все знает, как, где там что добавить, где-то что-то убрать. Все это считает, белки, все, БЖУ. В ближайшее время Даниил планирует выступить на чемпионате Дальневосточного федерального округа по бодибилдингу, который состоится 28 марта в Якутске. Туда же поедет Анастасия Зодина, которая всегда хотела попробовать себя в фитнес-бикини и занялась бодибилдингом совсем недавно. Нас всего 4 здесь, в Нерюнгри. Я думаю, что это нужно культивировать массы, потому что оно все равно для развития физической подготовки очень важно. То есть каждый человек должен здорово выглядеть. То есть человек, который выглядит красиво, это считается с давних времен, да, это здоровый человек. Суть бодибилдинга заключается в том, что спортсмен буквально строит свое тело кирпичик за кирпичиком. И нужно помнить, что успех приходит только к тем, кто не стоит на месте и постоянно работает над собой. Бодибилдинг – это дорога длиною в жизнь. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а сейчас о среднесуточной погоде, которая установилась в крупных городах региона. Итак, в Алдане сегодня -1 градус, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, давление составляет 706 миллиметров ртутного столба и облачно. На термометрах Ленска -1 градус, облачно, ветер 3 метра в секунду. В соседнем Мирном облачность переменная, -6 градусов по Цельсию, давление 711 миллиметров ртутного столба, правда ветер немного сильный, 5 метров в секунду. В Нерюнгри сегодня 0. Почти безветренно, всего 1 метр в секунду, солнечно и без осадков. И в Якутске -8 градусов, распогодилось и потеплело практически на 15. Ветер 3 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба, облачность переменная. Ну а к этой минуте у нас пока вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.